Старый Казахстан– это словно нечто вечное. Его воплощение– это люди и их порочное наследие. Очевидно ведь, что те, кто вчера был продолжением Назарбаева и должны нести ответ перед обществом и судом, сегодня чувствуют себя в полной безопасности. Был среди них такой Нурлан Нигматуллин и все его семейство. Это и всемогущий брат, и жена, и сыновья, и друзья, весь его огромный клан. Все в шоколаде. Ни до одного из них не дотянулась рука нового Казахстана. Хотя есть за что. Помните, как, казалось, пожизненный спикер Мажилиса последовательно взбирался на самую верхушку властного Олимпа? Знающие Нигматуллина скажут, что он еще с комсомольской скамьи мечтал оказаться в кресле президента Казахстана, но потом грянул кантар, Нигматуллин сбежал, но след, как говорится, оставил. И выражался он в обвинениях в рейдерстве, в загадочных источниках финансирования для строительства заводов, которые контролирует его семья. Это и применение карательной психиатрии по отношению к своим критикам, уничтожение редакций независимых СМИ и даже целых журналистских династий. Это обвинение в хищениях, подозрения в немыслимых тратах, как, например, история с приобретением сыном Нигматуллина дорогостоящего самолета. И все нипочем, как с гуся вода. Сегодня на Ельмедиа предприниматель Ханат Амиркин, который поделился с нами своей историей отъема его бизнеса, и он отметил, что за отъемом, по его словам, стоял сын Нурлана Нигматуллина Нуржан. У бывшего спикера 3 сына. По этой истории отличился именно старший Нуржан по фамилии Нурланов, который по мере роста отца рос и сам, но в нефтегазовой сфере. С тепленького и неприметного местечка в канцелярии премьер-министра в 2013 году он оказался и с тех пор не слезал с топовых позиций в Казтрансгазе. В этой истории не последнюю роль сыграл его младший братишка Нурхан, мечтавший стать королем казахских фосфатов. В то время, когда разворачивалась эта история, он был управляющим директором Казахбанка, впоследствии успешно разграбленного и влитого в другое проблемное финансовое учреждение. Итак, бизнесмен Ханат Амиркин занимался в Казахстане продажей специализированной техники и лишился своей процветавшей дорожно-строительной компании в пользу сына бывшего спикера Мажилиса Нурлана Нигматуллина Нуржана. Об этом предприниматель написал пост в Фейсбуке, которое перепечатало агентство Кастак. Наш канал выяснил подробности. Сегодня вы узнаете, почему Ханат Амиркин отписал компанию людям сына бывшего спикера Мажилиса. Мы пообщались с предпринимателем. Давайте опустим ту часть, в которой повествуется о том, чем именно занималась его компания, какие люди с ним сотрудничали. Сразу начнем с того, как в один прекрасный день в офисе Ханата Амиркина нарисовался человек и предложил поучаствовать в проекте реконструкции 100 километров автодороги Уральск-Узенки. Рассчитывая на помощь партнера из Южной Кореи по снабжению остальной необходимой техникой, Ханат Амиркин, довольно неохотно сотрудничавший с государством, согласился, потратив при этом немалые деньги на лицензию. Доукомплектовав компанию необходимой техникой, он вышел на тендер, но сначала, как полагается, в таких случаях надо было съездить в Астану. Вызывают меня в Астану и говорят так. Короче, по всем фронтам вроде бы ты победитель этого тендера. Я говорю, хорошо, зашибись, классно, все прекрасно. Он говорит, ну вот есть, это Уральск-Озенки, это вотчина там местных там, я не знаю, там царьков и так далее. Вот есть сидит чувак, Сатпаев, Нурлазы Сатпаевич такой есть, компания Юнисерф. Дело в том, что у тебя там техники много, я людей там нанял, инженеров и так далее, все окей в этом направлении. Ну, говорит, ну у тебя, говорит, нету, как всегда, вот, там большого, крупного опыта в строительстве автодорог. Я говорю, вообще не проблема. Я говорю, людей-то нанял, кто с дорогами, там, ну и так далее. У меня на тот момент такая логика была, что новые компании же заходили, допустим, итальянцы и так далее, ну,
без опыта строительства дорог в Казахстане. Я говорю, ну, у меня китайская компания будет. Или бы еще корейскую компанию привлеку, КСС тот же самый. Э, Но в итоге они предложили как? Он говорит, вот есть Нургазы Сапаевич, давай, говорит, скорее всего, он, если ты откажешься от этого тендера, тогда второй, как называется это там, когда вот первый, кто выигрывает, если первый отказывается, то второй побеждает. Я говорю, да хорошо, я откажусь, если, ну, мне какие-то нормальные, хорошие условия дадут. Он говорит, тогда давай так, тебе отдаем полностью контракт, в смысле, Мургазы отдают полностью контракт, но он тебе дает там 70% работы, по сути. Две трети, вернее. Не 70, а две трети было. Одну треть мы сразу контракт заключили, один к одному. Как вот государство оплачивало, один к одному. И вторую треть должен был заключить, и в итоге она ушла не ко мне, а ушла, господи, как его зовут, Capital Bank, Ариф Шадиев, по-моему, такой был. Должна была перейти ко мне. И вот начинаются работы по строительству автодороги. Алтай Кульгинов, тогда в должности акима Западно-Казахстанской области, лично инспектирует участок, где работают сотни единиц техники. Туда приезжают депутаты, чтобы сделать селфи на память. В год планируют строить по 20 километров дороги. Региональная пресса не сводит с проекта глаз. Все хорошо, все замечательно. Назарбаевская программа «Нурлы-Жол» в действии. И тут на горизонте появляется сын Нурлана Нигматуллина Нуржан, который на инициированной им же встрече дает Канату Амиркину послушать записи угроз в адрес другого предпринимателя по имени Кайрат Джамалиев. Помните ту дикую историю, когда бизнесмен Жамалиев жестоко избил любовника своей любовницы? Случай стал публичным, в социальных сетях поднялся страшный шум, компанию под названием «Живи Алиби» поддержало большинство пользователей, и на этом фоне бизнесмена приговорили к 13 годам лишения свободы, а весь его бизнес оказался в руках, кого бы вы думали? Правильно, семьи Нигматуллина. В общем, так это или нет, мы точно утверждать не можем, но этот кейс сын Нигматуллина использовал в качестве устрашения предпринимателя Амиркина. Да, и мне ну, вот этот Нуржан, он мне часто включал там диктофон с телефона, как они там ему угрожали и так далее, запись все. Ну, показывая, что типа, не намекая, что у них там они могут одним звонком кого хочешь посадить там, и так далее. Но это так, лирическое отступление. На фоне этой угрозы Канату Амиркину Нигматуллины приставили человека по имени Артур. И с тех пор этот самый Артур присутствовал на всех переговорах, записывал на диктофон и докладал, куда полагается, как говорится, то бишь хозяину. В общем, по ходу строительства, с учетом наших особенностей освоения государственных денег, Амиркину приходилось вкладывать в строительство свои средства, брать в долг у партнеров из Южной Кореи в надежде на порядочность государства и честность генподрядчика. Генподрядчиком выступала компания Юнисерф господина Садбаева. Вот он с президентом. У Амиркина был заключен договор именно с компанией Садбаева. Строительство шло, но денег не было. А это, на минуточку, больше 8 миллиардов тенге. На тот момент это больше 32 миллионов долларов США. Тогда предприниматель обращается с жалобой в Казавтожол. Приезжает на объект тогдашний глава Казавтожола Ермек Кизатов. В ходе заседания, проведенного прямо в палатке на трассе, выяснилось, что генподрядчик государственными деньгами на строительство дороги закрыл свои долги перед банками. Так, по крайней мере, утверждает Амиркин. Я занял деньги у человека с Южной Кореи, вложил сюда. Мне денег сейчас не светит. Дорогу я сейчас не смогу строить дальше. Следующий транш от государства, он там в мае или ну, ближе к лету следующего года. И мне отвечать за деньги, получается. Я очень злой. Этот Ермек Нурбекович выгоняет всех там инженеров и так далее с палатки и говорит такую вещь. Ну, оставляет только руководство компании с двух сторон и говорит так, советуется со своим там, с помощником, с директором, не помню, и говорит, когда вот наш следующий транш.
Тот говорит, там, грубо в мае месяце. Он говорит, давайте мы сможем подвинуть сейчас его на октябрь. Он говорит, никак нельзя, потому что это запланированный бюджет и так далее. Вот то, что мы с Минфином можем обсудить, это только на январь месяц. Вот на начало года, типа там, это 16 года получается. И он мне говорит, Канат, хорошо, ты сможешь до января там продержаться? У меня в уме сразу там математика. В принципе, там уже снега скоро пойдут за морозы. Там сильно много не надо работать-то. Сейчас где-то там опять перезаймусь этот, и продержусь. Если, я говорю, если вы гарантируете, что мне оплата придет все-таки, я готов. Ну, там оплата такая серьезная должна прийти. Потому что мы треть дороги строим. Э, Теперь помните, что Нигматуллин представил ко мне парнишечку такого нехорошего. Артур звали его. Который ходил все время с диктофоном. И он всю математику узнал и так далее, моего проекта. И они приходят, видимо, к Нужанову и говорят такую вещь, что, в принципе, техника там есть, все налажено, все работает. Давайте так сделаем, что ну, лишнее звено здесь канат. В январе канату бабки падают. Ну, грубо. Зачем он здесь нужен нам? Окей. И начинается кошмар. То есть для чего мы вам рассказали всю эту предысторию? Чтобы показать, что никакой волосатой руки у Амиркина не было, что все деньги были личными или взятыми в долг. И как нам видится, Нигматуллины спланировали отъем компании предпринимателя заранее и приступили к действию ровно в тот самый момент, когда до них дошла информация о плановом транше государственных денег, на который так рассчитывал бизнесмен. А это, еще раз, миллиарды и миллиарды тенге. Послушайте, как происходил отъем компании внимательно. Мафия отдыхает. В Турандоте меня чуть там чуть бутылку об голову не разбили, чтобы переписал компанию Алтоадрострой на них. Потом в Астане, вот я там ряд кафешек, я не помню, как называется, вот улица такая, и там вот какая-то мельница, шмельница, Алаша. В Астане, Астану не очень люблю, город. Там тоже в одной випке кабинке тоже пытались меня там, чтобы я переписал компанию. Крайний случай был в China Gold. Это вот напротив Есентай, напротив Рискарлтона, Вилла де Фриори. Там был такой кафешка, China Gold называлась. Мне звонит, якобы там у них была такая политика, добрый и злой полицейский. Один наезжает, другой там типа добрый. Мне как-то звонит и говорит, давай мы с тобой встретимся, вот у меня указание сверху пришло. Я говорю, ну хорошо. Я звоню своим там ребятам, своим друзьям, недоступны. Я говорю жене, пожалуйста, поговори, пока я буду ехать туда. Вот мне там минут 10-15. Дозвонись там через жен, там до моих пацанов. В итоге дозвонились, мне перезванивают. Я говорю, подъедьте, пожалуйста, вот туда, вот на China Gold. И если я выйду и сяду не в свою машину, у меня всегда чуйка хорошая. Если я выйду и сяду не в свою машину, просто вытаскивайте меня как хотите с этой машины. Они, хорошо. Вот, это 15-й год, перед самым Новым годом, получается, 25 там, декабря. Вот, можно по Беркуту все пробивать, в принципе. Теперь я иду, он мне обещал, что будет один на один со мной. Я вот так, у меня администраторша встречает, спускает меня там полуподвальное помещение, я захожу, там такой столик типа а-ля журнального, и очень много там виски, всякой, ну, спиртных напитков. Окей, я, э, я сажусь, его звали Гамма, этого а-ля доброго полицейского. И тут залетает толпа. Залетает и начинает на меня там наезжать. Типа, вот какой там Нигматуллин хороший, какой ты плохой, ты компанию должен отдать, короче, переписать туда-сюда вместе с техникой, там, с хайлюксами, с пикапами, вся херней, короче. Так, давно не вспоминал, конечно, мне аж херово становится. Ну ладно. Так вот, я помню, что знаете, что я сделал? Там просто вот они там кушали стейк, нож, вилка, ложка. Я просто так взял, в угол забился и сказал, ну, пробуйте, что делать, ну, пробуйте. Теперь один из умников, короче, выезжает на улицу, а там рядом Lexus центр стоит. И мои ребята там стоят около Lexus центра, старая там какой-то BMW у них, и они просто толпой там приехали, стоят и ждут. И этот выезжает, у него был BMW X6, они рассказывали.
выезжает, круг делает, и обратно заезжает, подходит к этому гамме и что-то на ухо шепчет. Стоп, до этого, буквально за эту минуту, они звонили Нуржану при мне. Нуржан звонит, говорит, что с ним делать? И тот кричит, говорит, вывозите его, пока не перепишет. Я говорю, ну хорошо. Вот почему с вилкой-ложкой сидел-то, вилкой и ножиком. Теперь этот выезжает, заезжает обратно, видит моих пацанов, видимо, потому что они мне в последующем сказали, что вот X6 выехала с вот этого вот China Gold, нас увидела, развернулась, там столько снежок выпал свежий, и сразу заехал обратно туда, и спустился чувак обратно. Подходит Гами, что-то на ухо шепчет, и тот мне говорит, ты же слышал шефа, говорит, типа, что тебя там, у нас дача готова, держать тебя там на даче, короче, пока ты не отдашь компанию. Но у них задача такая, что там буквально после Нового года падают бабки, ну, канату они не нужны, им нужны. Ну, все, окей. Теперь он говорит, слышал шефа, давай так сделаем, говорит, я очень добрый, я тебе даю ровно 3 дня, типа, на переписание компании Алтаудорстрой. Но Ханат Амиркин и не планировал ничего переписывать на Нигматуллиных, потому что у него были долги перед иностранными партнерами, перед рабочими, перед субподрядчиками, обязательства перед семьей в конце концов. Предприниматель решает выехать из страны на время в надежде, что все уляжется. И вот после встречи с сыном Нигматуллина предприниматель возвращается домой, и его жена жалуется мужу, что за ней целыми днями следит машина. Пришлось от греха подальше отправить семью в Дубай. Люди Нигматуллина тем временем, отбирая имущество предпринимателя, нацелились даже на квартиру матери Амиркина. Я понимаю, что у меня весь бизнес КЗ, наезды они не прекратятся. Э, Каким-то волшебным образом они находят мой номер телефона в Эмиратах, начинают звонить и опять угрожать дальше. Угрожать, я понимаю, что какая-то, вот что, ну, это что не прекратится, короче. Что я делаю? Я нахожу номер этого гаммы, который а-ля добрый полицейский. Звоню ему и говорю, короче, так, я тебе заплачу там 20 тысяч долларов, но, пожалуйста, без этих вот, извиняюсь за выражение, как их выразиться, вот этих отморозков, да, которые постоянно там грузили и так далее, там, все их помогайки этого Нуржана, которые были. Я говорю, им никому не говори, вот занеси бумажку самому Нуржану туда наверх, короче. Через некоторое время перезвонит Нуржан и мне говорит, окей, давай прилетай. Я говорю, я согласен переписать компанию, потому что я уже понял, что, ну, что мне делать в Эмиратах без ничего, без ни хера. Я говорю, согласен, но давай мы с тобой все это обсудим, чтобы больше ну, этого не повторялось, ничего такого. Он говорит, хорошо, перелетай. Он был тогда зампредом, по-моему, Казтрансгаза. В Астане вот такое здание было, Казтрансгаза, которое оформлено на их маму или тетю было, ну и так далее. Неважно это. Приезжая туда, мы договорились опять же один на один, но все же там сидит этот Артур, который на диктофоне все записывал, начал там просить, когда мы компанию переоформили в итоге. Нотариус, кстати, там нотариус сидел уже готовый по компании Алтаудорстрой. Сидели 2 сотрудника, якобы, при погонах в коридорчике там. И у него там кабинет, получается, такой довольно большой. И сзади а-ля комната отдыха. Так, где диванчики, что это? Так вот, открыто говоря, этот Артур, я говорю, мы же договорились один на один. Этот Артур начинает там, говорит, вот перепиши мне там, у твоего братишки еще Хайлюксы есть, у вас есть квартира где-то там в Астане и так далее, там у твоей мамы есть квартира, перепиши, и в таком, вот я клянусь, да, так было. Я сказал, пацаны, вот какой я буду сын, если я сейчас пойду к маме и скажу, вот я ложнулся, там где-то там на меня наезжает, испугался, вот забирают мне квартиру. И надо переписать. Я говорю, это точно не пойду, что хотите, вот делайте. Не пойду на это. Ни сестры, ни мамы и так далее. Я говорю, вот компанию, пожалуйста. И компанию забрали, а еще забрали все машины, хотели забрать и другой бизнес, но отказались, потому что там были долги. Однако и этого отпрыску Нигматуллина показалось мало. Он отозвал Амиркина в другую комнату и заявил. И мне, короче, говорит, с тебя еще 2 миллиона долларов за спокойную жизнь, чтобы мы от тебя отстали. Вот здесь был прикол большой.
очень интересный прикол, короче. Я говорю, у меня нету денег таких. Я говорю, вот на самом деле я уже все деньги вложил, я занял, они в дороге. Вы же компанию забрали, и то, что я вложил, государство выплатит, и вы получите. Это же мои деньги, которые я вложил. Получается, он говорит, нет, мне пофиг, отдавай деньги. 2 миллиона. Я говорю, нет. Он говорит, 1,5. Он еще торговался, представляете? 1,5. Я говорю, ну, сорян, даже 1,5 нету. Он говорит, 1 миллион? Все, пипец, говорит. Или сейчас звонок, и тебя, как это, Жамалиева замучим, короче. Я уже сижу и говорю, и это была моя идея насчет вот Казахбанка. Я говорю, слушай, я уже когда понял, что он уже серьезно настроен, типа, чтобы я 1 миллион ему поставил, там, ну, сколько это какая-то там энная сумма, он мне звонит, он уже поднимает трубку, звонит там кому-то, типа, забирайте его нафиг. Ну, у него понты такие, заберите его отсюда. Я ему, стой, подожди. Я говорю, есть идея? Он говорит, говори. Я говорю, у твоего младшего братишки, Нурхана, есть там банк, Казахбанк. Я говорю, у меня реально кэша нету. Но пусть они дадут кредит на мою вот, Шансеки Z-компанию, вот то, что ты просишь. Почему было 1 200 000? Потому что 200 тысяч отдали Нурхану еще. Он, получается, это, ну, за ускорение этого гребаного кредита. И тут говорит, такой, о, идея. Точно, говорит, это идея, говорит. И звонит Нурхану прям при мне. И говорит, сейчас Канат полетит, оформите ему и так далее. Это был бы самый быстрый кредитный комитет в моей жизни, который мне так быстро одобрили. Это вот этот момент был. Теперь ему же кэш нужен, соответственно. С кэшем вообще прикол, короче. Нам кредит одобрили. Надо отдавать, короче. Кстати, против Нурхана у меня нету претензий, между прочим, потому что он сам один раз подошел мне и говорит, тебя жестко как расхерачили. Я говорю, ну, блин, помогай тоже, брат. Он говорит, я ничем помочь не могу, это говорит, семья такая. Ну ладно. Вот. Так вот, отдаем им, обналичиваем просто с банка эти деньги. Конечно, все водителю отдали. Просто там проехал Мерседес, закинули туда деньги. Казалось бы, ну остановитесь вы на этом, хватит. Но нет же, Нигматуллины, как своих цепных псов, направили в офис Амиркина Финпол, позднее обвинили бизнесмена в контрабанде, завели дело, одновременно бесконечно вызывали в налоговую, за этот период отняли земельный участок в Алматы. Казалось, что Нигматуллиных уже ничего не остановит, но грянул Кантар, объявили новый Казахстан. С Каната Амиркина сняли все обвинения, и в 22 году его семья вернулась в Казахстан, а Нигматуллины сбежали в Дубай. Вот такая ирония судьбы. Теперь ситуация поменялась. Они уехали, соответственно, сами свалили в Эмират. Я начал заниматься вот нынешней работой, своей банковской, финансовыми инструментами и так далее, там криптой и так далее. Начал потихоньку заниматься. И вот с семьей мы решили пойти отдохнуть куда-то. И остановились транзитом в Эмиратах на фестиваль Сити, отель Интерконтиненталь. Мне звонит там помогайка Матулиных и говорит, Нуржан хочет с тобой помириться, подружиться и так далее. Он тебя зовет там в какой-то там отель, типа в лобби сесть, посидеть, поговорить. Я говорю, ну, ребята, давайте так. Я сейчас в Интерконтинентале, у меня утром вылет, давайте, если хотят помириться, пусть сами приезжают ко мне. Она говорит, ну хорошо, я передам. Никто мне в итоге не перезвонил. На обратном пути я прилетел, и все-таки Нуржан названивает мне, и сам названивает мне и говорит, типа, брат, давай встретимся, то все. Я думаю, когда ты братом стал? Ну ладно, хорошо. Я говорю, хорошо, вот сейчас встречу, времени в вагон, как раз хочу вот тебе претензии и скинуть. Я пришел прям так с лэптопом туда к нему. Он, как всегда, под этим делом. На кайфах, короче, сидит, довольный. Я с лэптопом, я ему показываю, говорю. Я говорю, вот ты хочешь подружиться, говорю? Я говорю, во-первых, у меня 5 лет жизни отнял. Как раз самый работоспособный возраст. Компанию забрали.
первую, вторую компанию, там, ну, вторая компания на мне осталась, но технику-то, имущество отобрали на ней. Участок отлетел и так далее, и так далее. Я говорю, не считая вот этого, еще в дорогу я вложил. Там, вы там что-то у меня позабирали. Я там говорю, по минимуму 7 миллионов-8 миллионов долларов ты мне сейчас должен на этот момент. О, он говорит, ой, как так 7-8? Ну, говорю, там, до меня, наверное, 2-3, максимум 4 дошло. Я говорю, ну, говорю, блин, я, меня тогда так распешило, я говорю, блин, я говорю, ну, твои, значит, эти чуваки прикрысили там и так далее, у них спрашиваю, я говорю, по факту так. И он начал говорить, давай, вот, что-то у меня там хороших многих идей там есть, давай как-нибудь это, ну, сочтемся и так далее. Я говорю, ну, в принципе, думаю, вроде бы как будто, видимо, сами в бегах, и сейчас думают, чтобы там на них ничего не пришло, вроде бы адекватно, возможно, будет возвращать какую-то там энную сумму, может быть. И он, окей, улетел в Казахстан. А теперь внимание! Вернувшись после встречи с Нигматуллиным, Каната Амиркина вызвали в налоговый комитет. Там на него попытались возложить ответственность за деятельность компании, которую у него отобрал сын бывшего спикера Мажилиса за период, когда предприниматель уже не имел к ней никакого отношения. Но налоговики передали дело в суд, и это дело Канат Амиркин проиграл. И здесь очень интересно, как отреагировал на это Нигматуллин. Я ему звоню, говорю, либо ты налог закрой, либо юристов оплати. Потому что я говорю, вообще я даже двигаться не буду говорю, по этой фигне. Я говорю, ну, мне как-то стрёмно. Вот так, я не знаю, там, у вас машину заберут, покатали, еще и сказали, бензин заправьте. Ну, кто-то угнал там у вас машину, типа такого. И на что он мне говорит, идите на... Ну, короче, только говорит, я вообще говорит, не гражданин Казахстана, и мне пофиг, говорит, арестовывать будут, там, счета, тебя, убивать, не убивать, говорит. Ну, говорит, мне вообще пофиг на все, на все, говорит. Ты хочешь, говорит, меня таким образом, говорит, типа, пошантажировать, говорит, или что? Он говорит, такой, говорит, мне, говорит, вообще пофиг, я не гражданин Казахстана, мне похер, что там творится, говорит. Я, говорит, ничего не буду закрывать, и денег давать не буду на эту фигню. Я говорю, ну, ладно. Вот, первый, я говорю, это твой косяк. Я говорю, хватит, я говорю, либо я говорю, сами разбирайтесь. И первый суд я пытался объяснить, там, наш судья вообще, оказывается, они просто, что там, в онлайне же, по WhatsApp, все это, бум, все, давай, признали. Второй суд проходит, то же самое, что-то быстро, я подключился, там, 2 минуты, что ли, я даже не успел объяснить, что к чему, и это то же самое, они говорят, 250 миллионов накидали мне на это что налогов. Я как раз возмущенный, ему опять пытаюсь, смотрю, у меня в блок сразу. Такая реакция «мне пофигу», простите, она ведь совершенно определенно демонстрирует отношение к стране в целом, согласитесь? И, наверное, не только одного Нигматуллина и его детей. Мы подозреваем, что так думают все, кто бежал из страны, предварительно ограбив ее и ее граждан. И еще, не могли бы в МИДе и в КНБ подтвердить или опровергнуть информацию, что Нигматуллины отказались от гражданства Казахстана. Это ведь тоже важно, потому что это странно, это неправильно, что Нигматуллины теперь фактически иностранцы до сих пор могут влиять на решения судов в Казахстане. То есть выходит, что старый Казахстан никуда не уходил. Он здесь, в частности, в судебной системе. Выходит, что прав был депутат Бапи, который заявляет, что гвардейцы Назарбаева планируют свержение Токаева. Всего доброго, подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайки, для нас это очень важно. Пишите комментарии, следите за обновлениями. Мы благодарим вас, что смотрите Ельмедиа. Всего доброго, аман сау болныздар.